В одной из наших передач мы уже рассказывали о достопримечательностях села Серегово. Чтобы раскрыть тему сегодняшнего выпуска, опять приехали сюда. И, конечно, не случайно. Серегово известно первым на европейском севере курортом и уникальной по своему составу минеральной водой. Первая скважина на Вымии появилась еще в конце XVI века. Позже возник завод. Однако предназначен он был не для выкачивания минеральной воды, а для добычи соли. В те времена соль добывалась достаточно просто. В пласт по одной трубе закачивали воду, а по другой выкачивали так называемый рассол – смешанную солью воду. Рассол вываривали, а полученную соль продавали местному населению и также вывозили за пределы Коми-края. Серегово стоит на куполе соляного месторождения. По словам ученых, это крупнейшее месторождение соли. Под землей на глубине примерно 400 метров залегают около 5 миллиардов тонн ценнейшего сырья. Известно было издавна и о целебных свойствах здешних рассолов. Жители окрестных деревень вывозили его в бочках себе домой и использовали в лечебных целях. В 1915 году состоялась попытка организовать в Серегово курорт. Но этому помешала Первая мировая война. В 1929-м, уже при советской власти, была построена водолечебница бальнеологического курорта. Мы стоим на том месте, где началось курортное дело в Республике Коми, на Европейском севере. Вот вы видите перед собой санаторий Серегово и скважину Октябрьская. Первоначально она называлась Никольская и была пробурена в 1864 году. Первоначально эта скважина использовалась заводом, Сереговским сользаводом для выпаривания соли. И только потом, после революции уже, эту воду стали использовать для лечения. Постройки XIX века, амбар для хранения соли и водоподъемная башня сейчас бесхозные и никем не охраняются, хотя входят в перечень объектов культурного наследия федерального значения. Сохранились здания благодаря тому, что бревна покрыты кристаллами соли. Они препятствуют гниению дерева. Это неприметное белое здание на берегу Выми и есть сердце Сереговского санатория. Здесь находится скважина, откуда выкачивают воду для ванн. Насос выкачивает 10-15 кубометров воды в сутки. Этого хватает на ванны для 100 человек, так как рассол разбавляют обычной водой. Кстати, питьевая минеральная вода из Серегова, которую предлагают торговые точки, не что иное, как рассол, разбавленный обычной водой. Уникальность воды в том, что она очень соленая. Ее минерализация 100-130 грамм на литр. Она содержит бром, йод и другие вещества, которые очень полезны для нашего организма. В пермское время почти вся территория Коми была морским дном. Пермского моря нет на современных географических картах. Оно существовало 285 миллионов лет назад и простиралось от Уральских гор до пределов Кавказа. Берега моря были богаты растительностью, а вода многочисленными рыбами, моллюсками и коралловыми рифами. Море обмелело миллионы лет назад. Именно Пермскому морю мы обязаны и Сереговским соляным месторождением. Сульфатно-хлоридная магниевая натриевая вода – это как раз сильно концентрированная морская вода. По своему составу она очень близка, но она в глубине земли она сконцентрировалась и впитала в себя еще, кроме того, что своя морской состав, еще и из пород, в которых она текла, она взяла еще разные компоненты. Калий, натрий, есть магний, кальций. Хлор – это один из как раз морской, то, что вода морская по составу, и вот этот состав минеральной воды вот такой, хлоридной, натриевой. Сероводородом пахнет вода, конечно, особенно утром это вообще чувствительно. Это в течение дня форточки, двери открыты, так не очень, а с утра очень чувствуется. А что? Приехали лечиться, они считают, что это эффективно, сероводородный ванна. Из-за большой концентрации солей Сереговская минеральная вода по своему воздействию приближается к грязелечебным процедурам.
Круг заболеваний, при которых применяется эта вода, почти такой же, как на грязевых курортах. В основном это болезни суставов и периферической нервной системы. Эффект от приема ванн, как говорят сами курортники, сохраняется длительное время – до 6 месяцев. Ну вот то, что вот эта соль, вот она, вот кристаллы соли. Ну пахнет, пахнет. Пахнет красиво. Вот керосин, видите, как рука блестит прямо. Да, да. В Серегово несколько скважин, многие из которых законсервированы, как, например, эта. В свое время в пустоту, образованную после добычи соли, закачали керосин, чтобы он препятствовал выходу воды. Однако были нарушены некоторые правила. Керосин вместе с водой просачивается до сих пор. Конечно, эту воду нельзя употреблять в пищу. А вот источник на берегу реки, известный под названием Ключ, очень популярен. И не только среди местного населения. Я даже в прошлом году этого колодца чистил. Сам чистил. Ну а что, вода вам И нравится? заболел. Она вкусная, как молоко. Как парное молоко. Если не зашли. Ишь, как Ну а чисто что-нибудь вода. знаете о пользе этой воды? Она мочегонная, она очищает печень, почки, желчь. Вам Это вы так решили? доктор Мне нам санатория. так сказали. Кто? Они же увозили отсюда пробу в Сыктывкаре. У меня есть связи везде. Я хоть и болгарин, но у меня разведка работает таким прекрасно. Это минеральная вода. Это вода используется местным населением и теми, кто приехал на курорт, для питьевых целей. Это не единственный источник. Просто он открыт для широкого доступа. Питьевая, минеральная питьевая, питьевого качества. Многие считают, что минеральная вода в Серегово напрямую связана с соляным куполом под землей. Но это не так. Соль находится на глубине 200-500 метров. Купол покрыт глинистой шапочкой, и благодаря этому соль не размывается. Минеральная вода лишь слабосоленая. А рассказы о том, что в колодцах сереговцев соленая вода, это всего лишь шутка. Вода очень чистая. Она, если немного постоит, то сырки такие. Ага. Вот. Как минеральная, да? Да. Не соленая? Нет. Отсюда набирают, увозят с собой. Вот это, вот я уже вам говорила, когда в банку нальешь, она постоит и взырки. Такие, ну видно, что она лечебная. А потом еще вот ею глаза хорошо промывать, натощак. Старушки говорят, по стакану надо выпивать маленькими глотками. И то долгожители так говорят. Там стали делать мост. И делали у нас мост еще понтонный. Еще один источник минеральной воды находится в лесу, в 2-3 километрах от села. Правда, в отличие от скважины Ключ на берегу Выми, этот колодец не пользуется популярностью. Это старинная скважина, откуда, по-видимому, добывали соль жители для своих нужд. Не достается. 1,5 метра. Если вот здесь вы были с нами, то вы почувствовали резкий запах сероводорода. Он испарялся, а потом вот осадок соли имел чисто хлоридно-натриевый состав. Не, она соленая, но не очень. Соленая. Она Нет, ну, она не, как сказать, не прямо страшно соленая, но она в глубине намного солонее. Подземные воды Серегова уникальны, но это не единственное место, богатое полезной водой. Теоретически в любом районе республики можно пробурить скважину и найти минеральную воду определенного состава и качества. Благодаря чему? Благодаря тому, что мы находимся в таких интересных геологических условиях. У нас есть Уральские горы, у нас есть Тимат, у нас есть Печорская синеклиза, у нас есть Волго-Уральская антиклиза, в пределах которой мы сейчас находимся. Они имеют немножко свои специфические особенности геологического строения,
И вот это нам создает преимущества какие-то перед другими регионами. На глубине, например, больше 1,5 километров есть такие пластовые воды, которые содержат повышенное содержание микрокомпонентов. Они могут содержать бром, могут содержать йод, могут содержать бор, стронций, рубидий, цезий, например, или магний, которые необходимы для промышленности. Мы можем извлекать эти компоненты из воды. Промышленной добычей воды, например, занимались коми во время Великой Отечественной войны. В поселке Водный был построен завод по получению радия. Это было уникальное предприятие, единственное в мире, где радий выделяли из подземных минерализованных вод. Завод был закрыт в 1956 году. У нас вообще есть 3 типа: гидрокарбонатная, сульфатная и хлоридная вода. Мы можем обеспечивать этими водами республику и даже с соседями поделиться можем. Но у нас нет такой воды типа нарзан, вот чего у нас нет. Остальное все у нас есть, мы богаты. Какую минералку употреблять и где принимать ванны, выбирает каждый сам. На сегодня в нашей республике разведано 10 месторождений лечебных минеральных подземных вод. Эксплуатируется из них 6. Кроме Серегова, воду добывают в Сыктывкаре, Эжве, Усинске, Акиме и Ухте.